На кыргызско-казахской границе в последние месяцы наблюдается затор из большегрузных автомобилей. На контрольно-пропускном пункте Актелек-Автодорожной образовались пробки в несколько километров. Это связано с усиленными проверками фур со стороны Казахстана. Между Кыргызстаном и Казахстаном наблюдается незримое противостояние, результатом которого и являются пробки на КПП Актелек-Автодорожной. Несмотря на членство в ЕАЭС, между государствами периодически возникают трения по поводу передвижения грузов. По словам водителей, пробка растянулась на целых 10 километров, и на сегодняшний день в ней стоят и ждут своей очереди более 600 большегрузных автомобилей. Вот это для правительства что, не так уж сложно вроде бы договориться. Когда для личных целей они договариваются, они хорошо договариваются. А как вот со стороны наши проблемы никак решить не могут они. Мы приехали из Германии, привезли негабаритный груз в Бишкек, выгрузились, но столкнулись с такой проблемой на данный момент пока первый раз. Ну, со стороны Казахстана заехали быстро, но вот со стороны Киргизии сейчас выехать пока проблематично. Ну, потихоньку продвигаемся. Мы уже убытки несем. Это учитывая того, что у нас расходуют топливо. Топливо идет. Это уже убытки идет. Хорошо, что вот ребята помогают, вот разные люди, организации приезжают водителям, еду, воду привозят. Как карантин начался, вот с тех пор вот такое у нас мучение. А так, до этого нормально было. Просто, господин президент, посмотрите на нас. Помогите нам, пожалуйста. Все, больше у нас никаких претензий, ничего нету. Этой проблеме уже более 3 лет. И прежде чем о коронавирусе заговорили в Кыргызстане или в Казахстане, дальнобойщикам приходилось ждать по 4-6 суток, чтобы пересечь границу. Хуже всего приходится людям, которые застряли в этой пробке более 3 суток. Хорошо, что есть граждане, которые могут привезти еду дальнобойщикам, и причем бесплатно. Во время съемки мы заметили молодых парней в белых футболках, раздающих еду дальнобойщикам. Ситуация обострилась вот где-то последние неделю, наверное. Здравствуйте. Кто кишиге? Вот стоим, вот третий день сегодня уже. Помогите, пожалуйста, нам. Пожалуйста. Приятного аппетита. Сколько уже стоит? Целый день заходил с территории Казахстана на территорию Киргизии. Приятного аппетита. Просто пришли вот так, без ничего вот так, без каких-то, чисто как простой народ. Пришли, поздоровались, поспрашивали, накормили нас водители здесь. Мы благодарны вам. Дай Бог вам здоровья в жизни. В интернете мы увидели то, что на пропускном пункте Актелек-Автодорожной образовалась большая пробка, можно сказать 10-километровая пробка, состоящая из больших грузовых машин. Наша основная цель – накормить всех водителей, потому что здесь нет пунктов питания, кафе, это все отсутствует в этой местности. Вот мы решили с друзьями не оставаться в стороне. Өкмөткө жардам берели деп, башка бул жерде өтө көп өлкө бар. Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандан биз кыргыздар өтө мейманчыл келгенбиз. Ошого баржы конок биздин конокторубузга мына ынтип тамак аш таратып атабыз. Эми кандай айтсак, мына балдар менен азыр баягы эме деп койбойбу? Бир жакадан баш, бир женден кол чыгарып, мына балдар менен биз демилгени өзүбүз алып, ушинтип таратып жүрөбүз. Это не первая ситуация, связанная с большегрузами на границе Кыргызстана и Казахстана. Как и в этот, так и в прошлый раз казахская сторона старается свалить всю вину на Кыргызстан. Отсутствие контроля порождает хаос и анархию, тогда как ЕАЭС в нынешних условиях необходимо полное взаимопонимание и поддержка.